Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в ходе совещания по вопросам агропромышленного комплекса. Хоккеисты Галкана стартовали с победы на международном турнире в Ашхабаде. Стихи туркменского классика Махтумкули переведут на сербский язык и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание по цифровой системе, в ходе которого заслушал отчеты хакимов по вопросам развития сельскохозяйственной отрасли. Глава государства поручил держать под строгим контролем сроки сева хлопчатника и ухода за посевами пшеницы. В ходе совещания президент Туркменистана произвел также ряд кадровых назначений. В частности, Бердымухамеда Таганова назначил хакимом Сакарчегинского и Трапо-Марийского вилаята, а Сердара Какабаева заместителем хакима Ахалского вилаята по вопросам сельского хозяйства. Кроме того, как и Гельди Хайтеков и Ислам Нурсахатов были назначены на должности заместителей председателя Государственного объединения животноводческой и птицеводческой промышленности, а Мухаммед Берди Овезмурадов занял аналогичный пост в Государственном объединении пищевой промышленности. На сербский язык будут переведены нетленные произведения туркменского поэта Махтумкули. Данный вопрос обсуждался при встрече посла Туркменистана в РФ Эсена Айдогдеева с послом Республики Сербия в Москве Мамчило Бабичем. В ходе встречи дипломаты обменялись мнениями о ходе двустороннего сотрудничества. Отмечалось, что отношения Туркменистана и Республики Сербия имеют большой потенциал, в том числе по таким направлениям, как экономика, торговля, инвестиции, культурно-гуманитарная сфера. В Ашхабаде начало работу 38-е заседание конференции руководителей и ответственных представителей предприятий железнодорожного транспорта стран-членов Организации сотрудничества железных дорог. Заседание продлится до 19 апреля. В работе форума участвуют руководители и высокопоставленные представители железнодорожных ведомств 19 стран. Ожидается, что по итогам конференции будут подписаны важные документы, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта. В ходе международного форума по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, который пройдет 24-25 апреля в Париже, Министерство культуры Туркменистана совместно с посольством Туркменистана во Франции и постоянным представительством Туркменистана при ЮНЕСКО организует ряд культурных мероприятий, приуроченных к 300-летию великого туркменского поэта, философа и гуманиста Махтумкули Фраги. 24 апреля в штаб-квартире ЮНЕСКО состоится концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана. Кроме того, с 22 по 26 апреля в штаб-квартире ЮНЕСКО будет работать выставка, посвященная 300-летию со дня рождения великого поэта. Американская компания Bark, известный производитель игрушек для собак, запустила чартерные рейсы Bark Air, предназначенные исключительно для перевозки собак и их владельцев. Пока что рейсы Bark Air курсируют только по двум направлениям – из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и Лондон. В отличие от обычных рейсов, где мелкие животные летают в салоне в переносках, а крупные – в грузовом отсеке, Bark Air предоставляет каждому четвероногому пассажиру отдельное кресло. Кенда Адати из Японии стал новым рекордсменом мира по количеству подтягиваний за 24 часа. Ему удалось выполнить 8940 подтягиваний, опередив на 300 повторений предыдущего рекордсмена Гэри Ллойда из Австралии. Это далеко не первый рекорд Адати. В 2022 году он уже заносился в Книгу рекордов Гиннесса, подтянувшись 651 раз подряд. Стоит отметить, что сам спортсмен не всегда был фанатом спорта. Мотивацией к тренировкам стало его вступление в береговую охрану Японии в 2007 году, где он провалил тест по подтягиваниям. В Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия международного турнира по хоккею с шайбой. В соревнованиях принимают участие клубные команды из 10 стран Европы и Азии. Церемония прошла на 10-тысячной крытой ледовой арене спорткомплекса по зимним видам спорта, где и будут проходить все матчи турнира. На церемонии торжественно зачитали приветственное обращение президента Туркменистана. После официальной части состоялось музыкально-театрализованное представление с участием деятелей культуры и воспитанников спортшкол. Фигуристы выступили с показательными номерами. После церемонии на лед вышли команды Туркменистана и Бахрейна. Хоккеисты хоккейного клуба «Галкан» одержали уверенную победу над коллективом из Бахрейна со счетом 8-1.
Национальные сборные Туркменистана и Беларуси по футзалу встретятся в серии товарищеских игр в рамках совместных учебно-тренировочных сборов. Первая игра состоится 20 апреля в Могилевском спорткомплексе «Олимпиец» в 16:00 по ашхабадскому времени. Ответный матч пройдет 22 апреля во Дворце спорта «Уручье» в Минске в 20:00 по ашхабадскому времени. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.